Намаз – это действие, в котором человек отводит душу, успокаивается, его внутреннее состояние улучшается. Каждый мусульманин должен осознать, что намаз – его каждодневный долг, и научиться его совершать. А если дело касается ребенка, то его родители должны своевременно позаботиться об этом, пока он еще не вырос. Есть такое высказывание, что самое лучшее, что могут дать родители своему ребенку, это хорошее воспитание и благой нрав. Обучение ребенка знаниям и воспитание его необходимо начинать с того возраста, как он начнет это все понимать. И к этому относится также и прививание ребенку благого нрава, обучение намазу, Корану и основам религии. Для того, чтобы приступить к намазу, нужно совершить омовение. Условия его совершения хорошо описаны в специальной литературе. И тут очень важно не стать жертвой мифов. Например, некоторые считают, что можно накрасить ногти лаком, находясь в состоянии ритуального омовения, и дальше только обновлять его уже с накрашенными ногтями. Это большое заблуждение. Даже если лак был нанесен в состоянии омовения, для совершения омовения в следующий раз лак с ногтей нужно удалить. Чтобы омовение считалось действительным, необходимо, чтобы не было на коже ничего препятствующего проникновению воды до кожи. При совершении намаза у женщины должно быть закрыто все, кроме лица и кистей рук. Не нужно ставить ноги на ширину плеч, как это делают мужчины. Движения должны быть более собраны, чем у мужчин. Локти прижаты к бокам. Одежда просторная, не облегающая, удобная и желательно красивая, ведь молитва – это диалог с самим Создателем миров. Сакина начала шить платье для мусульманок именно с такой идеей – красота и комфорт во время молитвы. У меня было старенькое платье, я очень хотела его поменять. Искала в просторах интернета, подходящего ничего не нашла. И тогда я подумала, наверное, мне все-таки лучше саму шить. Раз я умею шить, то... И подобрала ткань, кружева. А потом увидели мои подружки. Всем захотелось такое же платье. И уже у меня начали поступать уже заказы даже от подружек. Женщине можно молиться в мечети, которая находится возле дома, но лучше всего делать это у себя дома. Женщинам нельзя присутствовать там, где собираются мужчины. Велико вознаграждение, которое получает женщина, совершающая намаз, но во много раз больше вознаграждения получают мусульманки при коллективном совершении намаза. Пророк, алейхиссалям, говорил в хадисах очень часто, что самое первое деяние, за которое будет человек спрошен в судный день, это совершение намаза. Поэтому женщине, так же как и всем остальным людям, необходимо в первую очередь это совершать намаз. И также пророк, алейхиссалям, говорил, что самое лучшее деяние мусульманина, а также мусульманки, это вовремя совершенный намаз. Несмотря на это, немало женщин, не совершающих намаз и не считающих нужным научиться этому. У них находятся дела поважнее. Бывает, что супруг молится, но не наставляет жену, не призывает к совершению намаза. Нет ни одной причины, которая в таких случаях может послужить отговоркой для женщины и для ее мужа, который в ответе не только за материальное обеспечение супруги, но и за ее духовное состояние. Муж, он в первую очередь ответственен за свою жену, отец за свою дочь, а брат за свою сестру. Поэтому каждому мужчине необходимо пояснить своей сестре, жене или же дочери, что совершение намаза – это обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Женщина эмоциональна. Она заботится о муже, детях, отдает до бесконечности близким любовь и заботу, и она должна откуда-то ею подпитываться. Намаз и любовь к Богу – это именно те источники силы, которые питают женщину, поддерживают ее в ее нелегкой доле. Один из способов обретения душевного комфорта, душевной гармонии – это молитва. Люди нечасто используют именно этот способ для того, чтобы найти какое-то внутреннее умиротворение. Создание Всевышнего достигает умиротворения только в подчинении своему Создателю. При этом молиться или нет – это не выбор, это обязанность каждого мусульманина и мусульманки. Здесь не может быть отговорок. Дети, дом, работа, гости, отношения с Богом гораздо важнее отношений с людьми.